Это уже третий по счету полет сотрудников МЧС Абхазии над очень бурными в это время горными реками Рицинского реликтового парка. В поисках российской туристки Дарьи Манасовой задействованы около 100 человек. Ищут девушку сотрудники заповедника и неравнодушные волонтеры. Однако пока безрезультатно. 6 июня примерно в 7 часов вечера на пульт МЧС поступил тревожный сигнал. По информации, с этого моста, находящегося на 24-м километре национального заповедника, упала 23-летняя туристка из России. На место сразу же выехала группа спасателей и сотрудники парка. Однако, по словам министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, поработать нормально водолазам так и не удалось. Слишком бурное течение и нулевая видимость. Затем сотрудники МЧС и лесничества разделились на две группы и обошли территорию вдоль реки. Утром 7 июня уже был задействован вертолет, а затем и катамараны. С момента происшествия поиски Дарьи Манасовой не прекращались ни на минуту. Ситуация осложняется тем, что сейчас реки очень бурные из-за таяния снегов в горах. Спецунды по руслу реки мы облетали, все посмотрели. Мы будем делать все возможное, будем искать, потому что да, это вот именно такой период, когда идет уже паводки, снег тает. Вы же сами видите, насколько она сейчас мощна. И течение сильное, и мутное. Конечно, это все осложняет по поиске. Но, тем не менее, мы будем делать все возможное. И поиски мы точно на этой неделе не прекратим. 6 июня подружки Дарья и Катя, приехавшие на отдых из Казани, решили съездить в однодневную экскурсию из Адлера в Абхазию к Гекскому водопаду. Но никто и подумать не мог, что интересная и веселая экскурсия закончится трагедией. Группа туристов, прибывшие из города Адлер, следовавшие по маршруту Гекский водопад озера Рица, совершили остановку у моста Юпшар. В результате чего гражданка Российской Федерации Манасова Дарья Петровна, 97-го года рождения, вышла из машины и зашла на мост, где, случайно подскользнувшись, упала в воду. Вышла из машины Дарья не одна, со своей подругой Катей. А через несколько минут она упала в воду. На мосту остался и вот этот след. Катя после случившегося не покидая территорию заповедника в ожидании результатов поиска. От каких-либо комментариев девушка отказывается. Она находится в шоковом состоянии. С ней сейчас работают психологи, на месте дежурит скорая помощь. Приехали в Абхазию и родители Дарьи. По словам директора Рицинского заповедника Адамура Багателя, мост на 24-м километре не функционирует много лет. Но по нему уже давно не проезжает транспорт, не ходят люди, так как он находится в аварийном состоянии и не подлежит ремонту. Здесь даже нет перил, поэтому рядом был построен новый мост. Этим мостом давно никто не пользуется. Он не предназначен ни для пешехода, ни для транспорта. Он давно не функционирует как мост. Но, тем не менее, бывают такие случаи, что люди самовольно, хотя мы предупреждаем, и таблички висят, и все такое. Но вот это произошло, вот эта трагедия вчера произошла. К несчастью, из двух мостов девушки выбрали старый. И это уже не первый несчастный случай, который происходит с туристами в горной местности. Несмотря на многочисленные предупреждения МЧС, экскурсоводов, сотрудников лесничества о том, что в горах нужно быть осторожными, эти призывы порой остаются без должного внимания. Вот почему и случаются трагедии. Что касается старого моста, то он будет огражден. Гугу Саварданя, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.